Так все-таки гражданин или нет? Суд одного из душанбенских районов не смог решить, является ли правозащитник и экс-глава российского движения «Таджикские трудовые мигранты» Карамат Шарипов гражданином Таджикистана или нет. Признать его гражданство мешают документы, предоставленные самим Шариповым в суде, а назвать его не гражданином страны значит признать ошибки и МВД, и МИДом. В результате судьи приняли, по их мнению, Соломоново решение. Просто отказали в удовлетворении искового заявления Шарипова против правоохранительных органов. В суде побывал Анушерван Арипов. 1,5 месяца шел суд по иску Карамата Шарипова против правоохранительных органов и внешнеполитического ведомства страны. Все закончилось ничем. Правозащитнику отказали в удовлетворении искового заявления и направили его в суд вышестоящей инстанции, городской или конституционный. Карамат Шарипов предоставил целый ряд документов, более 200 документов к суду. А вот сотрудники правоохранительных органов и МИД не смогли этого сделать. Они даже не предоставили требуемые судом справки, то есть просто проигнорировали требования судьи. Несмотря на это, решение было принято в пользу государственных органов, и сами правоохранители никак не прокомментировали ситуацию. Чтобы не общаться с прессой, они покинули здание суда через задний выход, куда просто представителей СМИ не пустила местная охрана. Вот это все я слушал в течение 1,5 месяца. Хотя мне давно было известно, что судья не в состоянии принимать однозначно меры, потому что гражданин Шарипов является не гражданином Таджикистана. Это реально. Они буквально не имеют представления, они далек от закона. Они, может быть, вообще не читали. Они все перепутают, документы не знают, как они составили. Все подлог называемый, ложные информации передавали же. Абсолютно ложную информацию передавали судью. Жалко судью. В МВД считают, что Шарипов гражданин Таджикистана, потому что он вырос и родился в Таджикистане и здесь получил свой первый паспорт еще в советские годы. Правозащитник говорит, что если это так, то теперь каждый, родившийся в этой стране и покинувший ее в разные годы, может требовать гражданства. А вот ему этого не надо. Он гражданин России и хочет вернуться домой. Задача была главная. Убрать Карамата Шарипова, потому что рейтинг этого человека поднимается среди трудовых мигрантов. А у каждого трудового мигранта из миллиона по 3 человека. Практически 5 миллионов. Вот это и есть основной удар, который нанесли сегодня по таджику, по Карамату Шарипову. Не буду брать паспорт, я ему открыто говорю. От паспорта Таджикистана я никогда не старался, я его не хочу иметь. Сотни, может быть, даже проценты, 90% те, которые уволились с МВД, с безопасности, с Минобороны, они все пошли, получили паспорта российские. Для чего? Получить пенсию. Карамат Шарипов подает иск в суд вышестоящей инстанции, городской суд Душанбе. Но если и здесь он не добьется ничего, то он будет обращаться непосредственно к президентам двух стран, Таджикистана и России, за справедливостью.